На данный момент в московских вузах обучаются свыше 800 студентов из Абхазии. Возможность поступить в ведущие российские учебные заведения они получают по лимитам и обучаются на бюджетной основе. Другим категориям студентов обучение оплачивается из бюджета Республики Абхазия. Открывая встречу, президент Аслан Бжани напомнил студентам о том, что они здесь представляют Абхазию, и по результатам их достижений в учебе во многом будет складываться мнение о нашей стране. Но сегодня в Москве вы представляете независимое, суверенное государство, Республику Абхазия. Вы представляете абхазский народ. Именно потому, как вы будете учиться, как будете вести себя и чего добьетесь в своем повседневном труде, во многом будут судить и о нашей родине Абхазии. Обучаясь в лучших российских вузах, вы получите глубокие знания, которые помогут развивать Абхазию, когда вернетесь домой. Аслан Бжани сообщил, что при президенте Республики Абхазия планируется формирование специализированного центра подготовки национальных кадров, поскольку подготовка специалистов – один из приоритетов лично его политики как президента. Вынужден признать, что несмотря на определенные шаги, предпринятые правительством, республики в целом, конкретными министерствами, учебными заведениями, общественными организациями Абхазии, у нас не сформирована внятной программы подготовки кадров, нет инфраструктуры по ее реализации. Я это признаю. Для исправления ситуации мной предложено сформировать при президенте Республики Абхазия специализированный центр подготовки национальных управленческих кадров. Уже есть первое предложение по программе наполнения этого центра. В Совет предлагается включить руководителей соответствующих министерств и ведомств, руководителей высших учебных заведений. Студенты имели возможность задать интересующие вопросы. Поскольку в зале собрались будущие экономисты, политики, юристы, медики, строители, айтишники, и круг вопросов был очень разнообразным. Мне на самом деле интересно, вот сейчас, например, в России есть различные программы, связанные с тем, чтобы возвращать обратно кадры, молодые кадры, которые, вот, например, проходили обучение или уже имеют опыт работы где-то за рубежом, если это, например, люди из специальностей, которые наиболее необходимы, да, для развития экономики страны. Вот есть ли такие планы в Абхазии, либо та ситуация, что некоторые студенты остаются за рубежом и продолжают работать там, это даже полезно. Вот как вы рассматриваете? Отвечая на вопрос, глава государства отметил, что основная причина невозврата студентов – это отсутствие достойной заработной платы. Решением этой проблемы может стать привлечение инвестиций, отметил Аслан Бжани. С 2020 года по 2023 год, по 1, скажем так, сентября, на обучение наших студентов за рубежом мы выделили около 200 миллионов рублей. На вопросы студентов отвечал не только глава государства, но и руководители профильных министерств. Студенты охватили практически все вопросы. Их интересовали перспективы взаимоотношений нашей страны с Российской Федерацией, Республикой Беларусь, развитие экономики, сохранение экологии, строительной инфраструктуры, обороноспособности страны, развитие современных технологий и сохранение абхазского языка. В этот день прозвучали не только вопросы, но и слова благодарности в адрес правительства за помощь в обучении. Я бы не хотела сегодня задавать вам вопрос. Но я думаю, сегодня меня все поддержат, и от лица всех студентов, присутствующих здесь, и не только, учащихся в высших российских заведениях, я бы хотела выразить огромную благодарность за возможность получить достойное образование, за помощь, за поддержку вашу. А мы, в свою очередь, будем делать все необходимое для того, чтобы вы гордились нами и нашими успехами. В своей заключительной речи глава государства отметил роль Российской Федерации на современном этапе становления нашей республики, подчеркнул приоритетность дальнейшего развития взаимоотношений двух стран. А подобные встречи студентов с главой государства и членами правительства впредь планируется проводить регулярно. Нона Кукускир для абхазского телевидения из Москвы.